На лодочной станции при осмотре сил и средств ГИМС прошла проверка знаний своих функциональных обязанностей личного состава. Проверяли наличие документов, средств защиты, свидетельств на право управления маломерным судном, а также техническое состояние судов и их укомплектованность. Все государственные инспектора готовы к исполнению своих служебных обязанностей. Также были осмотрены наши суда. Суда показали тоже себя технически исправными, к судам никаким нареканиям нету. И данные суда готовы у нас к работе в 2021 году. Сейчас мы видели, что был пробный обкат. Это, так сказать, парад судов. Посмотрели, вспомнили, как оно было. И буквально с завтрашнего дня половина патрульных катеров уже отправляется в рейдовые мероприятия. ГИМС и спасатели к смотру готовы. Главный госинспектор Смирнова. Доклад закончен. Навигационный период у нас в республике уже начался со вчерашнего числа. 7 числа в основном по всей республике откроется. В целом смотр показал общую готовность. Мы прикрытие по всей республике, по всей территории республики готовы. Общее количество плавсредств у нас около 42 будет обеспечивать безопасность людей на водных объектах. Действительно, безопасность людей для сотрудников ГИМС является приоритетом, но что делать, когда спасателей рядом не оказалось? Именно такая история, чуть не обернувшаяся трагедией, случилась 25 апреля. Учащиеся средней школы номер 23 Якутска, гуляя в районе площади Победы, увидели детей, провалившихся под лед. Школьники, не раздумывая, бросились на помощь, после чего совместными усилиями помогли выбраться ребятам из ледяной воды. Как рассказали ребята, героями себя не считают. Видели, как дети бегают с собаками, да. Ну, мы стояли, смотрели, и они провалились. Ну, то они подошли на хрупкий лед, там, где он почти растаял. Мы долго не раздумывали, сразу к ним пошли. Еще я видел рядом с нами какого-то мужчину. Малик побежал так, как он был самый первый. Он пошел сразу за девочкой, вытащил ее и сам упал под лед. Я пошел за Маликом и тоже упал. Я выбрался. Юра пошел к нему поближе, но он решил, что без палки, то есть ничего особо не сделать. Я взял палку и начал Малика вытаскивать. И тот дядька уже вытащил мальчика. Только в прошлом году в Якутии было зафиксировано 46 смертельных случаев на воде. В целом, по итогам 2020 года произошло 96 опасных случаев на водных объектах. Те, кто остались живы, зачастую были спасены простыми прохожими. Во время построения ребятам торжественно вручили благодарственные письма и ценные подарки, а также прокатили на спасательном судне. Вот такие они, скромные, юные и уже герои. Алексей Лукьяненко, Семен Семенов, Якутск.